Закрыть нельзя работать, где ставить запятую. Вот уже 2 года заведениям общественного питания приходится соблюдать определенные противоковидные требования. В Чебоксарах следят за соблюдением правил представители администрации города, Роспотребнадзора и МВД. Недавно они выехали в рейд. О результатах проверки репортер «Республики» Екатерина Никитко. Пятница, 10 вечера. Город засыпает. Просыпается мафия, а вместе с ней и комиссар. Вернее, комиссары. Те, кто проверяют, соблюдаются ли в кафе и барах противоковидные требования. Вот мы сегодня обследуем исполнение 205-го указа главы Чувашской Республики. Поэтому не могли бы сейчас нам предъявить журнал телеметрии ваших работников и сказать мне, сколько у вас работающих человек и имеют ли эти люди вакцинацию. Большинство заведений в Чебоксарах соблюдают указ главы Чувашии, но делают это либо неправильно, либо недобросовестно. Правда, ошибки не критические. Проверка QR-кодов у посетителей без паспорта и отсутствие у некоторых работников масок и перчаток. Мы обязательно смотрим наличие грязных масок и есть ли они вообще. И проверяем, как правило, запас и масок, и перчаток. Для того, чтобы менять эти предметы каждые 2-3 часа. Раз. Во-вторых, в обеденном зале должно быть устройство во-первых, для дезинфекции рук. Они проходят. Во-вторых, устройство для обеззараживания воздуха, так называемые рециркуляторы. К слову, показательное заведение в городе всего одно. Только здесь, например, есть рециркуляторы. Соблюдаем полностью, то есть входная группа – это обработка, то есть каждые 30 минут обработка ручек дверных, режимная температура, то есть температурный режим, обработка рук при входе обязательно, то есть журнал ведется, все сотрудники в масках, висит в заведении 5 рециркуляторов. Подобные рейды проводятся часто, и с каждым разом нарушений становится все меньше. Предприятия и руководители этих предприятий, в принципе, стараются учесть все те замечания, которые мы выявляем, и стараются их больше не допускать. Но есть предприятия, которым вообще все равно до наших замечаний. В принципе, они как и предоставляли услуги кальяна, так и предоставляют. За эту услугу можно получить большой штраф, но, как оказалось, это абсолютно никого не пугает. Мы пришли в одно из заведений без камер и попытались заказать кальян. Он как бы есть, но как бы и нет. Сарафанное радио работает быстрее мобильной группы, поэтому кальяны здесь подают, когда представители полиции, администрации и Роспотребнадзора разойдутся по домам. Но впереди еще целая ночь. Бары в центре города решили проблему просто. Скрыли недостатки одним поворотом ключа. Мы находимся на улице композиторов Воробьевых в Чебоксарах. Здесь как минимум 3 заведения общественного питания. К нашему приезду все двери закрыли, но из подвалов можно услышать музыку, что говорит о том, что заведения работают. На крыльце кафе стоят люди, за стенами играет музыка, а зайти нельзя. Правда, только проверяющим. Из 10 заведений двери открыли только несколько. И, возможно, зря. В 2 составили протоколы. Екатерина Никитко, Юрий Марков, Республика.